директор Финно-Угорского этнокультурного парка Елена Васильевна Иванова. И здесь мне хочется отдельно поблагодарить Елену Васильевну за то, что уже на протяжении 4 лет мы все собираемся в Финно-Угорском этнокультурном парке на нашем хакатоне. Традиционно нас здесь встречают. Я с удовольствием передаю слово нашим спикерам. Пожалуйста, Александр Юрьевич. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Добрый день, Ургун. Рад приветствовать всех вас. Наверное, для того, чтобы у нас такая более продуктивная коммуникация состоялась, хотелось бы так очень быстро узнать, с каких муниципальных образований сегодня с нами гости. Давайте, кстати, это уточним. Прилуцкий, Кайгородский, СКК, Ижевский, Кировский, Капута, Московский, Ну, почти все. Ну, не почти все, но уже хорошо. Ну, смотрите, достаточно такая интересная тема. Хотелось начать, наверное, сразу с того, что касается вас. Но у нас буквально месяца 2 назад с Финно-Угорским этнопарком состоялся прекрасный выезд в 5-ю школу города Ухты. Мы там поработали и с детьми, с преподавателями, с работниками. И получилось так, что сразу стало ясно, что многие, в том числе взрослые, иногда не полностью знают все о своей республике. В принципе, объективная причина: не каждый регион настолько большой, как наш. И, наверное, для этого с вами начнем, в принципе, в целом о том, каков тот потенциал нашего региона. Начнем с таких базовых вещей. Опять же, все спрашивают, за пределов нашей республики, как далеко она, в Сибири, она на Дальнем Востоке, где она находится. В принципе, понятное дело, что СКК находится в 1,5 часа лета от базовых хабов, это Москва или Петербург, еще ближе другие объекты. При этом у нас огромная территория, вы сами знаете, и не так много народа. Отсюда, наверное, вытекает следующая вещь. Это у нас 2 основных направления туризма. Это экологический и этнографический. С этнографическим, в принципе, все понятно. Мы национальная республика, у нас много различных этносов проживает на территории региона, а экологический, прежде всего, наши уникальные природные богатства, огромные территории, малонаселенные или вообще не заселенные, совершенно различными видами ландшафта, поэтому это важно. Еще одним направлением, подчеркивающим экотуризм именно на территории Республики Коми, является то, что у нас более 240 особо охраняемых природных территорий, 4 из которых являются федеральными. И начнем мы, наверное, с первого из них, это с Печоралычского заповедника Троицко-Печорской сельской. К сожалению, нет. Троицко-Печорский район один из первых, где, в принципе, в Советском Союзе открыли особо охраняемую природную территорию. Тогда это были только заповедники и заказники. Таким образом, у нас в республике в 29-м, по-моему, году, если не ошибаюсь, открылся Печоралычский заповедник. Это огромная территория, которую создали, в принципе, для того, чтобы восстанавливать популяцию животных, на которую соболя, которые сильно охотились в царское время, и в момент создания заповедника с этим животным возникли проблемы. При этом на текущий момент заповедник может похвастаться не только огромным лесным массивом, но теми природными объектами, которые притягивают взгляд многих людей. И это, кто думает, что заповедник у нас находится, Александр Сергеевич, мы сильно молчим. Что находится на Печоралычском заповеднике, что самое известное туристическое, конечно, одно из 7 чудес России. На самом деле мы с коллегами любим называть, что 7-е чудо России, потому что 7 столбов. Цифра 7 такая притягательная во многих нумерологических думах. И более того, вот среди этих 7 чудес много популярных объектов. Это Эльбрус, это Петербург, храм Василия Блаженного. Это вещи, до которых очень легко и просто добраться. А среди них есть уникальные. Почему? Потому что всего 2400 человек в год могут, точнее, им разрешается до этого места добраться.
не более этой суммы, этого числа. И вы представьте, 2400 человек в год могут посетить плато. Все, больше нельзя. Это самый уникальный среди этих 7 объектов. Поэтому мы с коллегами любим называть, что это 7-е чудо России. Здесь все, что, наверное, можно сказать турист, это и прекрасные горные ландшафты, это дикая природа, это северное сияние. При этом само плато в различное время года совершенно выглядит по-разному. Туда, конечно же, нужно, наверное, добраться, пока это, в принципе, финансово возможно, потому что сумма относительно небольшая, если мы смотрим недельный отдых где-нибудь даже на юге России, не говорю уже о хороших направлениях в Москве и Петербурге, выйдет даже сумма даже больше. Я уже не говорю о таком традиционном для многих отдыхе в Египте, Турции и так далее. Это те же самые деньги, при этом вы покупаете за них другой опыт, другой экспириенс, прежде всего, потому что вот такой экологический отдых, погружение в совершенно дикую, уникальную природу многих поражает. Я, например, когда работая, кстати, в этнопарке, посетил плато, мы тогда запустили первые вертолетные туры на плато с территории республики, до этого ездили с Свердловской области, с Пермского края. Наша республика, несмотря на то, что объект на нашей территории, не могла похвастаться с тем, что туристы едут с их территории. А сейчас это не так. Большее количество туристов едут с нашей стороны, самое комфортное пребывание на плато. Также с территории республики Коми нет срывов таких групп, как у других туроператоров. И можно в оба разрешенных сезона добраться. Это февраль, конец марта, начало апреля. В этом году нам с погодой повезло, она позволила добраться в летнее время, середина июня, буквально на прошлой неделе первые группы поехали, и начало сентября, если это также позволяет погода. Добраться на вертолете зимой и летом также на аэролодке, зимой на снегоходах. Это разные виды отдыха. Понятно, вертолет — это такое более легкое, комфортное путешествие, а вот на аэролодке, на снегоходе — это, конечно, путешествие для не то чтобы опытного, но человек должен быть готов ко многому. В прошлом году мы с снегоходами падали в открытую воду, правда, печора там не глубокая, всего сантиметров 30, но тем не менее зимой в метель, ночью упасть в воду — это тоже такой опыт. При этом очень важно, что и вообще не только касательно этого тура, а вообще многих, важно, когда вы своими сами путешествуете, либо приобщаете к этому своих школьников, вы должны тоже в голове всегда держать, что туры, такие комплексные маршруты у нас реализуют исключительно туроператоры. Один из них с нами сегодня Елена Васильевна, Финогорский этнопарк, только туристический комплекс, но и туроператор. Это очень важно, особенно что касается безопасности, транспортной перевозки детей. И, наверное, среди туроператоров региона, которые непосредственно с детьми работают, можно выделить этнопарк, такая широкая география путешествий поездок по республике, такая комплексно разработана, и, конечно же, транспорт, и все готово для наших туристов. Также на территории заповедника находится первая в мире лосиферма, причем в 40-е годы она была открыта для того, чтобы одомашнить лосей. Не то чтобы это прямо пошло на поток, что у нас лоси теперь в лесу в советское время возили лес и так далее. Нет, но домашнее не все-таки получилось. Представьте, просыпаетесь при этом в поселке Якша, в окно вас смотрит лось, прям заглядывает с интересом, что вы там делаете. Это интересное, вкусное, но очень полезное молоко, очень жирное, особенно для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если есть вот поселок Якша, это недорогое путешествие, но совершенно удивительное. Там, кстати, научные сотрудники заповедника выбивают из песка с помощью трубочек львов. У нас в песках в республике живет что-то насекомое, называют его львом, и для того, чтобы изучать, выбивают его через трубочку. Удивительная, интересная вещь, которую можно посмотреть. Буквально несколько еще фотографий самого заповедника, и переходим к следующему объекту. Это у нас национальный парк Кыргызстан. А теперь поднимите руку, если есть кто-то с Уфтыла, Печоры или Инты. Опять-таки, но национальный парк.
Наряду с заповедником в 1996 году они первыми были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКо как природный объект российский. Они были первыми, что удивительно, и вместе они образуют комплексное мероприятие «Девственные леса Коми». Это самый крупнейший массив реальных лесов, существующих в мире. Они производят более 20% воздуха, которым дышат в Европе. Самое интересное, я люблю шутить, пока мы не додумались, как это надо монетизировать, но это точно надо делать, потому что, вот, представьте, мы главные производители воздуха. Чем же может похвастаться нацпарк? Это прежде всего совершенно различные природные объекты, их тут очень много. Тут и крупнейшая гора Уральского хребта Нарвана, тут и Монорага, царица Уральских гор. Это прекрасный Саввинский хребет, который вы также видите на своем экране. Водопады, озера, леса, ущелья, здесь есть все. И находится на территории 3 наших муниципальных образований. Это крупнейший парк, национальный парк России был до создания Берингии, но до Берингии еще добраться не так подготовлено. Вот, что касается национального парка, он достаточно долгое время уже пользуется популярностью, еще в советские годы туда возили туристов. Я точно знаю, что школы Ижевского района практикуют такую вещь, что выезжают школьниками специально в горы с оборудованием. Это интересное направление, и если, наверное, для более старших классов, то, например, поездку той же Ухте, Сосногорску, даже Сыктывкар в Якш совершенно без труда можно наладить. Давайте пару еще кадров того, как красиво у нас в национальном парке. Это все у нас. Третий объект, федеральный ОПТ Республики Коми, это Параситные озера, самый доступный объект. Кто знает, где он находится? Да. Это 300 метров от трассы Ухта-Сыктывкар. Это чуть меньше, наверное, 50 километров от Ухты. Это прекрасные карстовые озера и более. На самом деле сейчас Параситные озера, хоть не все озера, которые там находятся, их очень много, в том числе в некоторых из них проживает коми-креветка. Вот в Коми есть креветки, это ракоплавающий, ракообразно называется рачок-бокоплав. Настоятельно не рекомендую вылавливать его в озерах именно Параситных, потому что это все-таки охраняемая территория. Но те озера, которые пока не присоединены, можно было и посмотреть, что это вкусно или невкусно, мы пока не пробовали. Но чем еще удивительны Параситные озера? Это то, что их можно посетить, любой. И школьная группа, вот 5-я школа все хотела этим летом добраться до этой территории с учениками. Многие школьники были с своими родителями, но в чем плюс? Действительно, есть инфраструктура. Это доступный объект, это недорогое путешествие, и более того, есть хорошие кадры, которые смогут провести достойную экскурсию, познавательную, все, что нужно вашим учащимся. И, к примеру, если на примере Ухты брать, если вы не заказываете там Сыктывкара или другого муниципалитета, в Ухте есть прекрасный музей Негремса, который также является туристским информационным центром Ухты. Это один из лучших муниципальных центров, я бы даже, наверное, сказал лучший, слава богу, нас никто не слышит, я надеюсь, онлайн тоже не смотрят другие представители. Но это бесспорно так, они отрабатывают просто полностью программу, сотрудничают с туроператорами, и в итоге мы получаем комплексный продукт, за который не стыдно, который безопасен, который познавательный. Дальше тоже один из уже молодых объектов, это нацпарк Пригородский, Прелюдия Пригород здесь есть. Уже с этого года они принимают туристов, почти закончилась пора, когда клещей много, они начнут уже в летний сезон принимать туристов. Чем же интересен объект? Это массив уже южно-тайольных лесов. Опять же, объект вроде бы не такой огромный, но при этом со стороны Кировской области, там уже, не помню название заповедника, там заповедная территория, в принципе, вместе образуется большая охранная территория, где вы можете также приобщиться к природе. Не зря говорят, что в Коми люди лес, наверное, об этом подробно скажет Елена Васильевна.
Но лес, как он есть, вы полностью можете погрузиться, узнать, что это такое. Едем на Воркуту, полярный Урал. Лично для меня, наверное, вот самое притягательное своей арктической красотой — это полярный Урал. Воркута сама по себе удивительна, не просто культурный центр, да. Напомню, что там 2 профессиональных театральных учреждения, театр Куковый, театр имени Мартынова, созданные величайшими представителями искусства, созданными когда-то в Воркуту, благодаря им появилось это уникальное место. Кстати, как раз преподавателям важно. Воркута является, эти 2 учреждения являются лидерами по продаже пушкинской карты. Именно билетов. У них очень активно ходят школьники по мероприятиям пушкинской карты. Реально достойная вещь. Сам буквально в ноябре был в Воркуте на спектакле театра Кукла. Вроде бы детская постановка, но даже взрослый может найти себе интересующее. Я думаю, представители Воркуты могут гордиться. Но Воркута прекрасна еще и своей природой. Не только город, но очень красивый, своей культурой, шахтерской историей настоящей. Кстати, у Воркуты есть прекрасный музей, который понравится школьникам. Я уверен, как раз на вершине Воркута музей, и он как шахта Воркуты в центре сама Воркута, кольцо с шахтами, удивительная история каждой шахты раскрывается для посетителей. Река Нянь. Вот на фотографии не видно, это встать должного дома. Это огромные скальные массивы, в котором есть сплавы. Куда едет? Мы ездим, и у меня вот следующий вопрос, который можно? Да, конечно. Смотрите, про национальный парк республики, как бы очень обширная такая организация, очень много информации. А как раз таки наши европейские методы информации нет. Сейчас в этом году я зарегистрировала ИП, как раз таки занимаюсь развитием туризма. Сейчас зарегистрировала ИП, ранее Аношка зарегистрировала по туризму, по спортивного туризма. И вот это вот та проблема, с которой мы сталкиваемся. Сейчас я столкнулась как ИПшник, у меня есть и на каньон, у меня идут тоже тур, и на Кавказское море. Клиенты не идут, или не знают, информируют меня. То есть внутренний туризм, именно внутреннее направление, в принципе, у меня активно пользуются спросом сплава, вот у меня сейчас мощный кружок дали, и пользуются интересом. Но такие мероприятия, ездят мало, потому что цена здесь уже дешевая. Ну, цена там достаточно интересна, но у вас есть курс, который тоже ПД является туроператором. Метелица во время прошло в этом направлении, на карту там не ездила. Я думаю... Метелица очень Я думаю, сейчас после нашей встречи мы с вами отдельно еще поболтаем по этому направлению. Действительно, раз вы были, вы знаете, что это за красивейшие места. Бойские скалы, удивительное место. Кстати, еще одно из направлений, очень популярное, и которое, наверное, Воркута может дать фору не только объектам России, но в целом по миру. Нигде такого фонда заброшенного нет. И вроде бы это минус, но это наша данность. Согласитесь, вот восстановить уже эти дома, которые разрушились и заброшены долгое время, вряд ли получится. При этом они помогли для туристов, которые любят сталкиваться. И рудник, который совсем рядом с Воркутой, там, например, удивительное место. Но другой объект, также интересующий, рядом есть природные локации, это город-призрак Хаймрич. Само еще название довольно пугающее, интригующее. Город в долине реки Смерти. Вот его такое название, Хаймрич тоже немецкое. И для меня Silent Hill, вот он, потому что название, да, природа удивительная, это бывший шахтерский поселок. Вроде бы все показатели Silent Hill, кроме арктической природы, которая здесь есть, и там нет, присутствуют. Опять же, северное сияние, которое есть во многих муниципальных образованиях, Воркута, Стильма, Ижма, Индай, Чора, Усинск, пожалуйста. Вот. Там есть постоянное место, вроде бы забрендировали
природные явления Мурманская область, но мы с этим активно пытаемся конкурировать. И скоро у нас в ноябре стартует такая российская выставка «Россия», где Мурманск и Коми, скорее всего, наш стенд будет такой связующая нить между нашими регионами, это вот северное сияние. Эта выставка пройдет полгода на территории ВДНХ, такое современное вот именно выставка достижения родного хозяйства, где мы попытаемся представить наш потенциал по всей красе. Переходим к этнографическому туризму. Понятное дело, что здесь у нас много технопарк, поэтому на нем не останавливаться не буду. Лена сильно подробнее расскажет о всем, что здесь есть. Также нашими, наверное, фишками региона являются наши событийные мероприятия, их достаточно много. У каждого муниципалитета есть свое событийное мероприятие. Если мы говорим об Устилимском районе, прежде всего Устилимская горка. Оказывается, горки у нас 3, но самое главное, которое проводится 12 июля. И, на мой взгляд, вот, потрясающая вещь, когда ты можешь действительно приобщиться к живой культуре средневековой Руси, которая дошла больше нигде, ты это не видишь в мире. Не только в России, но и в мире, ни в Сербии, ни в Чехии, ни в Польше. Ты этого не увидишь, этого нет. А у нас сохранилось, более того, сохранилось на таком высочайшем уровне. Наверное, не буду долго говорить об фильме, но те, кто хочет полностью понять, что это за место, в прошлом году в рамках презентации села Устильма как столицы межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», Устильма была столицей этого проекта, который объединяет все регионы северо-запада. Посмотрите фильм у телеканала «Юрган», как называется, «Устилема», по-моему, удивительно сделанный материал, очень качественный, поэтому настоятельно рекомендую. Можно добавить, сейчас Комитет по молодежной политике, они запустили проект как раз-таки по туризму внутри региона, и они сейчас набирают группу из 30 человек, чтобы отправиться в Устилимскую группу с 8, по-моему, С 10 до 14 июля. Ну и подробности можно посмотреть, насколько мы помним, на последней закупке они отменяли по организации этого маршрута. Посмотрим, кто организатор этого мероприятия будет. Ну да, возможность есть именно для молодежи проехать по этому маршруту. Второе. Вы знаете, как чаша весов такая, лично для меня, я не отделяю за праздник, потому что это возможность посмотреть в разрезе нашу республику, историко-культурно-этнографически. С одной стороны, беженцы, с другой стороны, они диаметрально разные, по разных народах, по разных языках, и разные культуры. А как же они гармонируют? Может, действительно, главное богатство нашего региона в виде муниципалитетов с промежутком совершенно большим. 1-2 июля в этом году у нас тут, 11 июля у нас Петровщина, уже в Устильме, 15-го непосредственно сама горка. И такой, получается, недельный трик, или же можете сразу 2 раза гонять. Дорога есть и туда, правда, местами грунтовка, в нашей республике грунтовка никого не испугаешь. Поэтому настоятельно рекомендую вам побывать на этих праздниках. И часто меня спрашивают, а какой из них лучше? И это, мне кажется, совершенно некорректный вопрос. Нет лучше, это 2 разных праздника 2 разных народов. Чтобы для себя раскрыть, вам надо побывать на обоих. Мой любимый праздник. Мы помним, как вы бывали. Вам надо на горку еще обязательно. Закандинский хобби. Это тоже совершенно новый продукт. Кулон у нас, Кулонский район здесь. Быстро, кратко. 1889 год. Молодой юрист, еще студент Московского университета по имени Василий Кандинский занимался этнографией, и по поручению одного из таких этнографических сообществ он едет в Вологодскую губернию. Как мы помним, автономная область Коми-Зырян создана в 21 году, а в 89-м, 19 века, это еще была Российская империя, и Коми входила в Честрянскую, Вологодскую и в Архангельскую губернию. И как раз в Вологодскую губернию он собрался, он добрался до очень длинной неулаженной было, от Вологды, Тотик, Маленький Устюг, Сольвычегодск, Ялинск и, наконец-то, Сысольск. Здесь смотреть в Сысольске, он сказал, ну
новых пустых домов. Оказывается, они очень сильно суеверили, и переход в новый дом всегда сопровождался чьей-либо смертью. Как правило, животного, но нередко и людей. Поэтому они прям боялись, и очень много было пустых домов. А он ехал именно статью писать о народе, точнее, об остатках языческих верований. После Усть-Сысольска он отправился в Усть-Кулом, к воротам смерти. Неправильно тогда переводили название, потому что Кулон — это такое протофинно-угорское название реки Кулон, от слова рыба, кал, а не Кулон, как смерть или рыболовецкая сеть. И он направился туда, попал в Селидон, был на Донты, оттуда он уже в Керчоме. Он считал это центром культуры. И именно на основе этой истории, когда человек приехал в Керчоме, погрузился в коми-мир, в гастрономию, язык, мифы, верхневичегодскую роспись. Это настолько большое впечатление на него произвело, что он возвращается в Москву, пишет прекрасную статью. Кстати, рекомендую, многие узнают, что как раз из его источников я узнал, что у нас была богиня Полознича, богиня ржаных полей, кто знал, в Кандинске не писал. И он бросал учебу и захотел стать художником впоследствии, что никак монография по письмам. Он настолько часто потребляет информацию о его пребывании в Коми-Зырян, что понимаешь, что... И вот одна из цитат, что 3 такие вещи, которые произвели на него больше впечатлений и стали посылкой становления его как художника, стали картины Рембрандта, древнее иконописное искусство Руси и его поездка в Коми-Зырян. Кстати, их составляющая, одна из них — это знакомство с нашей культурой, с нашим регионом. И мы произвели на свет одного из величайших, 5 величайших художников 20 века, именно наш регион. Классная история, согласитесь, он приехал, преобразился, нашел себя настоящего. Вот именно арт-тур за Кандинским в Коми — это не про то, что чисто познакомиться с кандинскими его работами и еще чем-то. Нет, это повторить его путь, найти то, что он ощутил на себе. Возможно, вы так же, как он, найдете себя настоящего через погружение в удивительный мир Коми-Зырян. Вот наша задача. И вас здесь ждет, наверное, насыщеннейшая программа. Сразу берите на заметку. Экскурсии, если проводите, если это сельское место, лошади. Автобус загораживает вид, вам некомфортно, вы не видите всего. Пешком всего 8 километров. Вы пока в один конец дойдете. Вот как раз. Устанете. А на лошадях самое то. Это вкусная кухня. Причем местные вас так накормят, что вы потом едва увидите, вам еще пакеты нагрузят, что вы обязательно отвезли. Удивительное место. Кстати, вот на этих фотографиях вы могли заметить, вот это блогеры между такие едут. Естественно, фоткают все и вся. Что самое забавное, местные жители, они реально удивительные. Вот мальчик в интересных штанах, он тиктокер. И одна из женщин местных говорит: о, давайте к нам, чай попьем. Конечно, соскочили, пошли в дом к этой женщине. И она спрашивает: ну, надеюсь, тиктокеров-то среди вас нет? И указывает: он тиктокер. Эх, фемини без рода. Вы представьте, она, естественно, пошутила, и это все нормально, никто не обиделся, но сам факт, что такая легкая коммуникация с людьми, связь, которая возникла, это удивительно. И просто люди настолько, простите за сленг, кайфанули в этом месте, что Керчоме, она реально крутая. Ты едешь далеко, но получаешь массу удовольствия от этого. Вкусная кухня, потрясающие мастер-классы, деревенские спа-процедуры, баня по-черному. На Донты вы успеваете сапропель добыть и помазаться, и в бане прочувствовать на себе именно деревенские спа-процедуры. Вот, кстати, это немножко не про реку, конечно, там в других местах, это озеро Дон, но тем не менее, вы же подумали, что это река. Это вы на Донты путешествуете, и также есть локация, где можно на традиционных покататься в Керчоме. Это рыбная ловля и охота. Это Ульяновский мужской монастырь.
представьте, вот для меня Ульяновский монастырь был чудо. Потому что, ну, да, вроде в Коми были монастыри, я это знал. Первый раз попал в 2018 году, опять же, когда работал на парке. Едешь на автобусе, едешь в Узломский район, и посреди тайги, Парма, ты заезжаешь, поворачиваешь чуть-чуть, проезжаешь, и перед тобой возникает чудо, огромный монастырь. Как могли посреди Пармы построить вот это чудо? При этом удивительные там служители, монахи. Я вот сам не очень сильно верующий человек, но для меня это удовольствие побывать с этими людьми, приобщиться к их культуре, при этом не навязывать религию. Именно такие вопросы веры, скорее именно традиционные ценности, то, что важно в жизни каждого человека, вас приобщать к этому. И это очень важно для подрастающего поколения. И, конечно, природа удивительная. Это, кстати, тоже Узломский район. Вот, к примеру, представьте, это дневник Кандинского, реальный дневник, там Центр Жорж Помпиду в Париже сдал сканы его страниц, касающиеся его поездки к нам. Вот зарисовка бани, которую вы посещаете. А внизу что здесь написано? Кто видит? Вот тут там бывшая баня. Он зарисовал баню. При этом, представьте, вот это верхний Чукотский Росовец перед вами. Была выставка у нас его работ. При этом, если вы увидите больших музеев, например, в Новой Третьяковке, в парке Горького есть работы Кандинского, вы подходите, вы увидите эти узоры. Это не шутка. Можете сейчас загуглить, найти работы Кандинского, где вы найдете верхнюю Чукотскую роспись, которую мы видим у нас, она только в Коми есть, в Рушнике, поэтому верхняя Чукотская, как Кировский, Василькомский район. Вот это то, что вдохновило. Понятно, их много различных мероприятий, Сена в Троицко-Печорском районе, классное место. Поролущий Сангаш, праздник охотника, также в Троицко-Печорском районе. Ну, как минимум, для Ухты это самое то. Либо по реке, ну, в Троицко-Печорской на машине, на реке, на лодках, либо на вертолете от Ухты, и вы там. Можно с грибами сидеть. Если ты выходишь в лесу из вертолета, то грибы больше ничего не делают. Это мобильные связи, самое главное. Праздник Севера, опять же, Воркута. Представьте, как в городе. Ну, это город, настоящий, в центре города, где удаление, соревнуются. Я первый раз увидел, что какое чудо. Кстати, стоит отметить, что такое есть Пегусинский и Лютеевич. Наши коллеги не обиделись, что их не рассказали. Арктический туризм, понятное дело, я уже упомянул, наши 4 арктических региона, еще можно Печору и Южную присоединить, что постоянно можно увидеть северное сияние. Ну, так, вообще на всей территории, я на себе даст собрать в прошлом году Шенкерфест, представьте, Шенкерфест, август. Вот здесь люди сидят, а здесь полыхает северное сияние в августе. Я на сильно подскидываю потом фотографии, вот смотри, что было. Стоимость билета сразу в 2 раза. Ну там Люди с республики Мордовия, они были в шоке просто, что они ехали в Коми край с мечтой увидеть северное сияние. Первый день меня спросили, а можно уже северное сияние? Я говорю, а что? Оно только зимой, далеко на севере, я его сама в жизни никогда не видела. В этот же день вечером у меня бабушка в будке спрашивает, я не знаю, что она не северное сияние, я говорю, здесь вообще не бывает северное сияние. И через час начинают просто полыхать. Они просто были в восторге. Все регионы, да, все гости с регионов приезжали. Представьте, как это чудо может быть близко. Гастрономический туризм. Наверное, когда вы ездите куда-то, в какие-то регионы, вы действительно хотите попробовать местную кухню. При этом, знаете, не обязательно, чтобы это была традиционная кухня. Она иногда зачастую либо слишком простая, либо слишком сложная, или странная, как, например, наши искачери в знаменитом ударе, действительно, вот это пахнущая рыба, да, деликатес, не каждый подойдет. Или коми-тартар, мачтен яй, это рубленый, еще у нас рябчик. Рябчик, кстати, вы в лесу, вы охотник, зарядил дождь, дома охотника далеко, кушать хочется, что вы делаете? У вас рябчик есть. Очистили, нарубили, соль, коренья, травы и прочее добавили, вот, пожалуйста, тартар покойный. Не буду говорить рецепт, это действительно факт. Где вы каждый день рябчика найдешь? В Кале, наверное, не берете. Не советую кушать,
ездить Усть-Кулом каждый раз каркероза рябчиком, ну так себе затеяли. То же самое с производителями. Но есть. Видите, хакатон у нас уникальное мероприятие, вас еще и кушать научил. Вот. И на самом деле вот астрономия это важная вещь, это важная составляющая, при этом она не должна быть только на основном информационных рецептах. Это такая вещь, сегмент, да, региональная астрономия, это все то, что растет, обитает, производится в Коми. Например, почему Сыктывкар кофейная столица России? Вы знали об этом? Нет. Мы регион лидер по объемам производительного кофе. В прошлом году это было 300 тысяч тонн. 300 тысяч тонн. А можно вопрос? Ну, во-первых, большинство кофеин используют Нордик или Мангуш. Нордик это более история простой приходит. Кстати, готовится на скоро подкаст выходит с Кириллом Головым и Игорем Пушковским, это владельцы вот этих двух компаний. Обязательно посмотрите и послушайте. Будет здорово, они как раз расскажут, откуда идея взялась у них, вообще кофе обшаривается в Сыктывкаре, что за идея. И все они утверждают, что именно круто, что на севере они перевозить производство в Петербург или Москву не собираются, потому что это их регион, это их кайф, что 10 минут от Сыктывкара, ты на дикой глуши, и это кайфово. Они это любят, эту нашу уникальную связь природы и человека. Кофе, да, мы лидеры, представьте, Мангуш, крупнейший игрок. Начинали вроде бы с малого, а теперь мы кофейная столица. Это здорово, на мой взгляд. И это тоже является региональной страной. При этом в апреле этого года вместе с Технопарком и торговой промышленной палатой мы проводили нерегиональный дом. Это был первый наш опыт. Мы действительно боялись, мы не платили бизнесу. Это была налог бизнесу. Они за свой счет придумывали меню, они готовили, естественно, на коммерческой основе людям понравится и понравится. Самое удивительное, что у нас было 5 муниципалитетов, Сыктывкарского региона, что логично. Это был Алтан, это был Усинск и Воркута. Как думаете, у кого самые большие заработки за этим? Как думаете? Есть Воркута, кто еще? Усинск еще. Сыктывкар очень много людей. Воркута и Усинск. Они просто были забронированы полностью, и это меню, если оно не было вот таким на вот эти 3 дня, но они включили в постоянное меню. Но это здорово. Теперь турист, приезжая, может действительно посмотреть не в одном месте, только в Технопарк съездить. Не знаю, к сожалению, к счастью, или носим, что их много игроков появилось, но это важно, что теперь ты можешь прийти и что-то местное попробовать. Будь то что-то на основе мороженого, ягод, грибов, дичи или еще чего-то, но оно есть. Теперь не надо... Нет, в Щеле только можно. Все, больше нигде не попробовать. Нет, можно. Это важно. Вы же приезжаете куда-то, наверное, местное попробуйте. Охота и рыбалка, наверное, если никому рассказывать не надо, вы все местные люди прекрасно знаете, что это есть. Дальше у нас, конечно, культурный потенциал, не знаю, насколько это важно, но скажу, что у нас есть очень много музеев, театров, библиотек, этнопарков, у нас их целых 2, которые достойны посещения. Они действительно крутые. И это не слова, потому что местные даже себя говорит. Если касательно такого этнографического окружения, по роду своей деятельности мы много путешествуем. Мы знаем, что в других регионах. И вот, проработав в этнопарке, я знаю какое-то крутое, но очень сложное место. Но спустя сколько уже лет я, проездив по другим этнопаркам, по музеям, под открытым небом, потому что этнопарк наш, он даст фору этим объектам. Несмотря на то, что финансирование других в разы, десятки раз больше, этим этнопарком с любовью люди, делая свой продукт, приобщают гостей действительно вкусным вещам. Я уже молчу про нацмузей, в котором самая древняя в мире лыжа, которая более 8 тысяч лет. Самая древняя в мире. И при этом ее нашли в том месте, где по легендам погиб охотник Ерков, у которого были летающие лыжи. И понятное дело, что Ерков и эта лыжа не имеют друг к другу
коми народа еще не было, когда, ну, вот в этих местах в целом коми народа сформирован эту группу не было. Но сама вот эта... Не разрушай легенду. Значит, вообще-то эта легенда была записана раньше, чем обнаружили эту выжимку. Нет, нет, на самом деле это так. Да. Причем в одном и том же месте, да? Да. И вот к этому и подводят, что они не имеют отношения к этому, реально. Но при этом то, что коми народ, когда пришел сюда, в эти места, в Шпаковский район, эта легенда появилась, про лыжи никто не знал. А потом нашли лыжи в том же месте. И они не связаны, но какая связь классная получается, такая фишечка и такой бренд. Это наш календарь. Кстати, вы знаете, кто календарь по гороскопу? Обязательно настоятельно рекомендую после нашего сегодняшнего года, это фрагмент этой лжи. Не могу не рассказать про это. Знаете, зачастую очень зашорено какое-то мнение о том, что культура в республике, наверное, уступает Петербургу, Москве, во многом, наверное, там у нас нет столько большого количества культурных объектов. Но они ни в коем случае не уступают. Вот молодежный театр Республики Коми, новый театр новичок, но их первый же спектакль СКК вошел в шорт-лист премии «Золотая маска». Это ключевая премия театральная в России. И они с первым же спектаклем туда вошли. Представьте, они в бассейне, на сцене бассейн, истории людей разные, там Воркута, Киркировский район, Ижма. Они рассказывают о своих личных историях, где-то там как самолет садился, где-то о том, как ступени ракет падали, где-то о других вещах, связанных с Сыктывкаром. И через это люди рассказывают причины, почему стоит жить в республике, оставаться, не уезжать. Это уникальный продукт, но сделан современно. И вот, что я хотел, наверное, заканчивая сказать. Не надо думать, что мы где-то на отшибе чем-то уступаем. У нас есть чем гордиться, нам есть что показать. Да, пока туризм в республике в силу понятных, наверное, вещей, что мы никогда не были развиты регионами. Это круто развивать Калининград, как в советских времен, мы настроили этих объектов, потому что Сочи и Виджи. Эта история тянулась с Советского Союза. Мы на туристической карте России никогда не были. Но те темпы, которыми мы идем, они показывают лучше всего о том, что рост есть, он стабильный, это не 2000 туристов в год. И статистику делает не республика. Это круто бы было, если мы сами рисовали себе рост, это было бы, наверное, здорово, но нет, федералы собирают статистику на основе как больших данных, так и действительно денег, которые оставили. Некоторые еще пример ставят в Карелии, сколько туристов. А вы загляните в эту статистику и посмотрите, сколько этих туристов оставили в Карелии денег, а потом посмотрите, сколько туристов, которых меньше в форме, но они оставили денег. Вы очень сильно увидите эти цифры о том, что это в денежном эквиваленте. Это тоже важно. Вот. Моя мысль сводится к следующему такому большому погружению в культуру и туризм в республике. Мы крутые, у нас здорово. Это важно, чтобы вы, преподаватели, эту любовь к родной земле передавали следующему поколению. Через вас вы транслируете это, рассказывая, показывая. И мне очень нравится, что нам, наверное, повезло, что с нами сегодня Александр Сергеевич. Сколько лет ты уже водишь? Что? Сколько лет ты водишь? С 17-го года. С 2017 года Александр Сергеевич работает со школьниками и возит не только в традиционную Москву и Петербург, а по своей республике. И зная вот то, как он работает с детьми, именно поэтому мы пригласили его школьную группу на коммерческой основе, мы не крутили дети, протестировать арту за Кандинским входом. На них мы протестировали коммерческий продукт. Этнопарк в том числе реализует этот маршрут. Это удивительная история. И спасибо, что есть такие действительно преподаватели, которые понимают, через какие современные интерактивные инструменты мы можем детей к этому приобщать. Знаете, так рассказывают, картинки показывают, не всем это понравится. Но для этого есть крутые мультфильмы, созданные регионом. Есть другие инструменты, как эти поездки, которые могут рассказать больше и любить себя сильнее,
простой урок, который несомненно важен, но вы понимаете, как потребляет контент сегодняшний ребенок. И именно для этого существует большое количество продуктов. Да, это немножко сложно. Пока у нас нет этого социального контракта, когда федералы доводят до региона деньги, и школьники, лучше всего себя показавшие, ездят по региону или в соседние за счет федерального бюджета. Это пилотный проект, я надеюсь, что в скором времени его масштабируют на все регионы, и мы тоже сможем подключиться к этому продукту. Но уже сейчас есть вариации, как сделать для конечного потребителя, то есть для школьника, карман его родителей, эти туры дешевле. Например, на парк включает некоторые экскурсии через пушкинскую карту. Ребенок из своего кармана платит федерация, но при этом вы получаете тот же самый качественный продукт, который реализуют наши коллеги. Спасибо большое, передаю слово Елене Васильевне. Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо большое, что пригласили нас на вашу встречу. Мы понимаем, что вам достаточно наверняка уже тяжело к концу рабочего дня воспринимать информацию, но тем не менее уделите нам еще некоторое время. Что хочу сказать? Ну, во-первых, я абсолютно согласна и хочу присоединиться к призыву Александра Юрьевича. Я сама дочь педагога, учителя, моя мама учитель. И с самого детства, сколько себя помню, мы с мамой ездили по району, в соседние села, по республике, ездили с экскурсиями на предприятия. И то, что сегодня называется промышленный туризм, да, эти самые экскурсии уже в то время активно реализовывались нашими активными учителями. Мы ездили на экскурсии к главе района, мы ездили на экскурсию к главе республики. И это была ее собственная личная инициатива и желание. И оно было связано не только, вернее, совсем не с тем, что я училась в ее классе. Она так работала со всеми учениками в своей школе, и до сих пор так работает. И я еще тогда поняла, насколько много я получила как человек от этих путешествий. И поняла, что на самом деле наше мировоззрение людей, детей, в первую очередь формирует, помогает формировать педагоги, да, учителя. Поэтому как дети понимают республику, место, в котором они живут, насколько они его уважают, всецело, в том числе, зависит от педагога и его родителей. Потому что я уверена, что многие из вас, даже вот сейчас, послушав рассказы Александра Юрьевича, многое для себя подчеркнули и узнали какие-то интересные вещи о нашем регионе. И чтобы вы понимали, тот формат поездок в школы, как мы с вами, да, вместе, коллеги, ездили в Ухту, этот формат в нашей практике, когда мы командно собираемся с группой наших дружественных учреждений и проводим детям различные тематические занятия. В том числе агентство по туризму всегда проводит знакомство с туристским порталом республики Коми и с обзорной презентацией туристского потенциала региона. И детьми это очень интересно и здорово воспринимается. Поэтому для себя сделайте такую галочку, мы с удовольствием с вами посотрудничаем в этом учебном году и в следующем учебном году. В наших планах поездки по районам мы уже были в Приморском районе, в селе Гурьевка, мы ездили в город Ухта, а следующая поездка у нас планируется в Усть-Коломский район, это село Усть-Колом и село Помостино. Это такой формат, да, это десант, формат знакомства с различными этническими программами, с туристским потенциалом, а также рассказ педагогов тех или иных школ о возможностях работы по Пушкинской карте. Вы сегодня находитесь в Финно-Угорском архитектурном парке. Я рада вас приветствовать и понимаю, что, наверное, в силу достаточно плотной программы вам особо не удалось даже еще прогуляться по территории Финно-Угорского архитектурного парка. Да. Но на самом деле
сейчас вам обзорно расскажу о некоторых направлениях нашей деятельности о парке. И с удовольствием приглашаю вас завтра на экскурсию и обращаюсь к организаторам с просьбой все-таки найти время, чтобы мы, для тех, кто особенно впервые здесь, да, чтобы мы вместе с вами прошлись по нашим локациям, рассказали, в принципе, о нашей территории и о нашем парке. И для того, чтобы вашим детям, вам самим было легче уже рассказывать о Финно-Угорском культурном парке. Пожалуйста, давайте для начала включим ролик о Финно-Угорском парке. Село Ыль является крупным центром этнографического туризма Республики Коми. Здесь находится Финно-Угорский этнокультурный парк, который появился в 2011 году как многофункциональный туристический комплекс, рассчитанный на внутренний и въездной туризм и посвященный культурному наследию родственных финно-угорских и самодийских народов. Это место знакомства с Республикой Коми и другими финно-угорскими территориями. Это самая большая площадка в Коми, где сохраняется материальное и нематериальное, культурно-историческое и этническое наследие финно-угров. Специалисты парка каждый день работают над воссозданием тех бытовых процессов, объясняющих реальность, в которой жили, а в некоторых местах до сих пор живут финно-угорские народы, в том числе и Коми. Здесь культура буквально живет в каждом предмете, в каждом арт-объекте, национальных костюмах экскурсоводов, культурных программах, турах, а также в номерах гостиницы «Финно-Угория», чей номерной фонд посвящен одному из финно-угорских народов, например, 11-й венграм, 12-й комизырянам и так далее. За последние 3 года Финно-Угорский этнопарк принял представителей из 53 регионов России и из 29 стран от США до Китая. Он ставит перед собой важнейшую задачу способствовать побуждению к путешествиям по Республике Коми и другим финно-угорским территориям. Финно-Угорский этнокультурный парк – это крупнейшая площадка для семейного и детского познавательно-активного отдыха. Здесь для детей и семей с детьми проводятся более 100 различных программ, познавательные интерактивы, мастер-классы, экскурсионные программы для детей разного возраста и их родителей. К примеру, это программы «Охотничьи забавы», «Этнострашилки», «По следам охотника Иркопа», «Таежный этикет», «Дорога знахаря», мастер-классы по выпечке шаник и изготовлению кукол и другие. А для самых маленьких на территории этнопарка оснащена детская игровая площадка. Отметим, специалисты этнопарка разрабатывают туры экскурсии, исходя из сезонности, тематики, направленности программы выходного дня, тематического запроса заказчика. Сегодня Финно-Угорский этнокультурный парк является одной из ведущих событийных площадок региона. Здесь проводится более 150 мероприятий в год. Удаленность этнопарка от города положительно влияет на погружение этнопарка в атмосферу любой культурной программы. Надо отметить, что на территории этнопарка проводятся крупные межрегиональные всероссийские мероприятия. К примеру, здесь прошел туристский конгресс регионов Севера с участием представителей федеральных структур по туризму. Крупнейшим событием явился фестиваль воздухоплавания «Живой воздух», прошедший в 2019 году. Традиционным и любимым у посетителей стал международный гастрономический фестиваль «Шайнгер-фест». Если говорить о Шайнгер-фесте, это единственный в мире международный фестиваль, посвященный национальной кухне финно-угорских народов. Его гостям представляется возможность ознакомиться с национальными блюдами, приготовленными профессиональными поварами из Республики Коми, Перми, Карелии, Мариэл, Удмуртии. Этнопарк, как государственное учреждение, участвует в грантовой деятельности и не только реализует собственные социальные проекты различных некоммерческих партнерских организаций. Это комфортное место для воплощения самых смелых международных, федеральных, окружных и региональных проектов для разных групп населения – молодежи, студентов, для людей старшего возраста и людей с дополнительными потребностями. Финно-Угорский этнокультурный парк – это и якорный объект туристского кластера на территории села Луд Сыктывдинского района Республики Коми. Село Луд давно известно как древнейший паломнический центр. Люди всегда приезжали и приезжают в это место, поэтому появление этнопарка в 2011 году на территории села Луд органично вписалось в историю Коми края. С 2011 года здесь открыли
удобное расположение между Архангельской областью и Республикой Коми в непосредственной близости от федеральной трассы Кировск-Токар способствует тому, что приток туристов в этнопарке был большой. Финно-Угорский этнопарк в 2017 году стал первым государственным оператором по внутреннему туризму. С 2018 года он является единственным оператором по международному выездному туризму. На территории этнопарка работает двухзвездочная гостиница «Финно-Угорье» и кафе «Финно-Угорье». Таким образом, парк не только организует культурно-досуговые программы, он обеспечивает комфортное проживание гостей на своей территории и отвечает на выбор за услуги питания, проживания и перевоз участников в место отдыха и обратно. Отметим также, что сегодня ресурсы этнопарка позволяют разместить 100 человек на территории гостиницы «Финно-Угорье» и хостела «Морошка» и принять в конгресс-холле до 500 человек. Стоит отметить и новую услугу парка такую, как аренда автодома для путешествий по республике. Она пользуется большим спросом местных жителей. По данным туристского портала Турстат, Финно-Угорский этнопарк входит в тройку лучших этнопарков России. Приезжайте к нам в этнопарк! Как уже отметил Александр Юрьевич, безусловно, мы стараемся, чтобы максимальное количество наших программ вошло в Пушкинскую карту. Да? Поэтому, в принципе, каждую программу в месяц мы включаем Пушкинскую карту. У нас также есть отдельная программа «Этнопортал» с доставкой до парка и обратно, также включенная в Пушкинскую карту. И если смотреть по привозу детской группы, например, в парк, я просто буду говорить на цифрах, да, раскрывать цифры, на примере. Например, культурная программа, ну, как правило, группа, давайте так, приезжает сюда хотя бы с одной ночевкой, если рассмотреть как тур. Ночевка в гостинице стоит двухместный номер 2500 рублей, то есть 1250 рублей человека. Часто детские группы останавливаются в хостеле. В хостеле размещение стоит 700 рублей с человека. Да? Значит, ночевки мы считаем, вернее, размещение мы считаем по ночам, количество ночей. Что касается наших культурных программ. Программа, в принципе, за день обойдется, ну, в среднем, минимально, это где-то 380 рублей. То есть это комплексная программа на несколько часов с посещением нескольких локаций. Это, как правило, интерактив обязательно какой-то в чубе, тематический интерактив на Коми-Подморье, в том числе может быть по желанию заказчика с мастер-классом в избе, да, печи. Это обязательно программа на тропе охотника с показом силков и ловушек на животных. И обязательно показ, конечно же, интерактивная программа у костровой зоны около домика охотника. Отдельно мы предлагаем организовать посещение для детей животных, которые живут на нашей территории, уже на усмотрение педагога и желание педагога. Но, как правило, это одна из любимых локаций. По питанию у нас стоит 200 рублей стоят завтраки, 380 рублей стоят обеды, 350 рублей стоит ужин. То есть, в принципе, 1000 рублей условно в день, да, за питание. Таким образом, посчитайте, если 700 рублей остановится в хостеле, плюс 700 рублей условно программа, это уже 1400 рублей, да, ну и плюс как минимум 1000 рублей на питание. То есть в среднем двухдневное пребывание здесь обойдется в 2500 рублей. Не забывайте также про доставку детской группы. То есть доставку детской группы нужно считать из расчета 350 рублей в одну сторону. Значит, от Сыктывкара до сюда и обратно. То есть 2500 плюс 700 рублей. То есть 3200 рублей обойдется с доставкой от Сыктывкара до парка и обратно. Значит, при этом получается программу можно оплатить Пушкинской картой. 300, получается 700 рублей вы сможете оплатить, дети смогут оплатить по Пушкинской карте. Есть программы и подороже за 1500 рублей. Это программа без ночевки, это программа «Этнопортал». Она с доставкой до парка и обратно, с обедом, но при этом условие такое, что 1500 рублей оплачивается по Пушкинской карте, но при оплате
оплате программы «Этнопортал» за 1500 рублей. 80 рублей стоит обед, 90 рублей стоит доставка. И для школьных групп, которые находятся, вообще проживают рядом с Сыктывкаром или в Сыктывкаре, это очень удобный формат работы. И даже если вы с другой территории, с другого района приехали в Сыктывкар, пожалуйста, мы можем утром вас забрать с поезда, или с самолета, или с автобуса, привезти сюда. Дети здесь прекрасно проведут время, отдохнут, мы их накормим и привезем обратно в город. То есть варианты разные есть по привозу детских групп здесь, именно в Финно-Угорский этнокультурный парк. При этом, безусловно, мы всегда идем навстречу и самим педагогам, потому что заинтересованы в сотрудничестве с вами. У нас есть прекрасный комфортабельный автобус на 19 мест. Автобус это хороший профессиональный туристский автобус. Более того, у нас, безусловно, мы самостоятельно с нашими специалистами получаем все разрешения на транспортировку детских групп, получаем разрешение ГИБДД. Наш водитель имеет право, на организацию перевозок детских групп, и также перевозчики, с которыми мы работаем, имеют право на перевозку детских групп. И также мы вместе с перевозчиками получаем разрешение на перевозку детских групп. Как уже Александр Юрьевич отметил, мы туроператор. Таких, как мы туроператоров, 10 в нашем регионе. Деятельность наша, как туроператора, наша ответственность застрахована. Это дополнительная, безусловно, гарантия для туристов, в том числе для детей. Помимо этого у нас есть, помимо путешествий в Финно-Угорский этнокультурный парк, путешествие в Финно-Угорский этнокультурный парк может быть в целях знакомства здесь с какой-то культурной программой, но также вы можете инициировать привоз сюда детской группы для проведения какого-нибудь тематического выпускного. Этой практикой также наши коллеги активно пользуются. В мае у нас прошло через нас 1000 детей с тематическими выпускными, и их поток таких тематических выпускных все больше популярностью пользуется и спросом. Поэтому мы просим на это направление педагогов также обратить внимание. Но помимо привоза детских групп в Финно-Угорский этнокультурный парк, мы также организуем поездки на другие территории. Хотя сейчас, слава богу, у нас 10-й туроператор зарегистрировался, туроператор «Счастливая жизнь». Буквально вчера с Ольгой Анатольевной встречались здесь в Финно-Угорском этнокультурном парке и пришли к соглашению, что мы будем сотрудничать в реализации туров по Республике Коми и делать их партнерством, потому что вы сами понимаете, что у нас пока не так, как в Сочи, бешеного потока на направление по путешествиям в районе нет. Поэтому самое важное в туризме научиться кооперироваться, чтобы вместе формировать группы и наверняка реализовывать туристские продукты и экскурсионные маршруты, экскурсионные поездки. Кроме этого, в августе месяце Финно-Угорский этнокультурный парк будет вновь запускать по поручению Министерства экономического развития Республики Коми экскурсионные поездки на ретро-паровозе. В прошлом году в августе они пользовались достаточно большим спросом. Поездки были организованы из Сыктывкара в Москвы. В этом году мы планируем, что у нас будут организованы экскурсии из Сыктывкара в Микунь. На сегодняшний момент формируется, собственно, сама программа поездки. И она также, так скажем, заслуживает внимания для поездки не только с семьей, индивидуальной какой-то поездки, но и для поездки детской группы. Помимо, за одни сутки были проданы полностью билеты на месяц. На весь месяц за одни сутки были проданы билеты. Кроме этого, Финно-Угорский этнокультурный парк организует поездки, вернее, экскурсионные посещения различных предприятий Республики Коми и учреждений Республики Коми. То есть, если вы хотите с детской группой приехать в Сыктывкар,
сделать интересное посещение в городе. И поездку, например, в Финно-Угорский этнокультурный парк мы можем в наш такой единый продукт включить посещение любого из театров Республики Коми для детской группы, посещение любого из музеев, посещение нашей горной фермы, в Ульгарте, посещение Коми-кино, посещение, вот сейчас у нас новый продукт, тоже, кстати, оплачивается Пушкинской картой, и интереснейшая экскурсия в Коми республиканскую типографию. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет запущена экскурсия в музей занимательного здоровья, и вот, если даст Бог, то как раз на производство кофе. Мы очень об этом мечтаем. Наши продукты потихонечку ширятся, потому что мы видим, что детям интересно. Дети, как раз Александр Юрьевич, когда я здесь работал, один из, наверное, самых популярных экскурсионных маршрутов были профориентационные экскурсии. Они, собственно, до сих пор остаются такими. Организуются также поездки на телевидение, на радио, в театр, опять же, за кулисами и на различные производства. Поэтому в зависимости от вашей потребности, от того, что вам нужно тематически, что вы хотите тематически раскрыть детям, пожалуйста, обращайтесь. То есть это может быть профориентационная поездка, это может быть культурно-познавательная этнографическая поездка. Это может быть поездка, связанная со знакомством с коми-кухней или с национальной, региональной кухней. Это может быть поездка со знакомством с какими-то производствами Республики Коми. Это может быть поездка, связанная полностью с темой животных. То есть в зависимости от тематики мы по потребности заказчика реализуем различные продукты. Будем рады сотрудничеству. Еще раз повторяю, с удовольствием завтра обращусь к коллегам, чтобы они провели вам экскурсию. Александр Сергеевич вам подойдет экскурсию в это время. А если не поездки, а экскурсии, возможно, это будет вечернее время. И также хочу к вам обратиться как к завершению своей речи, обратиться как к жителям Республики Коми. Туризм не развивает чиновник. И туризм не может развить отдельное лицо или отдельный предприниматель. Туризм не развивает туроператора. Туризм развивает все вместе. Я вам хочу привести пример данной локации, где мы находимся. Я пришла сюда в 2017 году. В 2017 году поток посетителей в Финно-Угорский этнокультурный парк составлял 14 тысяч человек. Сегодня, то есть по итогам 2022 года, парк посещает 25 тысяч человек. Это немного. Нам бы хотелось, чтобы поток был в 3 раза больше. Но он вырос. Я хочу отметить, чтобы вы это поняли. Но он вырос не просто так, не потому что парк стал туроператором, стал создавать какие-то новые продукты. Он вырос отчасти благодаря нашей совместной работе с селом. За последние 2 года жители села в день, если вы по хэштегу ИБ в социальных сетях посмотрите, сколько выпускается постов, то от 5 до 20 постов выпускают жители села. Это госучреждения, это просто жители. Они все рассказывают об этой местности, что они сделали, как фотографируют закат, что у них выросло на огороде, как они провели экскурсию, какую они предлагают экскурсию. Кто-то открывает гостевые дома, кто-то открывает новые